В Москве завершился международный кинофестиваль. Вся Якутия болела за нашу землячку Любовь Борисову и ее фильм «Надо мною солнце не садится», который попал в конкурсную программу и был очень тепло принят публикой и критиками. Подробности в материале Максима Кардозу. Якутские зрители, якутские кинематографисты, огромный привет от уральских пельменей. Меня зовут Юлия Михалкова. Муа! Привет Якутии на этом кинофестивале передавал каждый второй, ведь фильм, сделанный в нашей республике, завоевал сразу 2 приза. Его оценило международное азиатское жюри. Но самое главное, дебютная лента Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» стала самой любимой у зрителей. Мы очень рады. Нам вручили огромный такой ключ. Называется ключ от сердца, зрительских сердец. Ой, ключ от зрительских сердец. Вот. Мы очень рады. То, что попасть в конкурс Московского кинофестиваля трудно, это ничего не сказать. Конкуренция невероятная. Из сотен картин со всего мира выбрали лишь 13, и среди них наша. Это, конечно, большое событие, что второй раз якутский фильм был отобран на такой крупный кинофестиваль. Да? Мы знаем, что их всего 15 в мире класса, но это, на самом деле, как я говорила ранее, большой успех. И я очень рада за Любу, за дебютную работу и за компанию «Сахафильм», которая доказывает, что она самая серьезная, крупная компания, которая производит такие фильмы. По итогам кинофестиваля главный приз в этом году получила картина из Казахстана «Тренинг личностного роста». И для режиссера ленты Фархата Шарипова само участие в конкурсе было счастьем. Честно говоря, я понятия не имею, чем он зацепил жюри, потому что я был очень счастлив, когда фильм попал сюда, в Москву, и я знал, что здесь есть часть моей аудитории. Но как оказалось, что интернациональное жюри тоже дышит тем же воздухом. 41-й Московский международный кинофестиваль в очередной раз доказал, что якутское большое кино – это не случайность, это логическая закономерность. И можно быть уверенными, что в скором времени наши земляки будут штурмовать красные дорожки лучших фестивалей не только России. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.